Здравствуйте! В эфире в это время, как всегда, вечерний выпуск новостей. В студии Манас Ачгитов. И Айджан Казакбаева. Добрый вечер. И вначале коротко о главных темах выпуска. Учить языки, не унывать и не сдаваться. Алмазбек Атамбаев сегодня вручил золотые сертификаты самым умным выпускникам школ и поделился советами, как в будущем добиться успехов. Гемодиализ. Как снять проблему его нехватки? Минздрав, похоже, нашел решение. Пациенты будут проходить процедуру в частных клиниках бесплатно. Платить за них будет государство. Счетчики умных. Холдинг отменил закупку очередной партии так называемых умных счетчиков. Для работы с ними нет единой программы, да и жалоб от абонентов меньше не стало. Оперный певец в кирзовых сапогах в Национальной гвардии солдат-срочник удивляет своих сослуживцев уникальным тонким голосом. Поет партии из князя Игоря, но мечтает все же о военной карьере. Скандальный случай с пропажей одной из новорожденных близняшек в роддоме Балыкчи начала расследовать и комиссия Минздрава. Об этом сообщил министр Талантбек Батыралиев. По его словам, если подтвердятся обвинения в адрес медиков, они ответят по всей строгости закона. Этот случай в роддоме, отметим, вызвал большой резонанс. Женщине в период беременности 8 раз проводили УЗИ. И все они показывали, что ждет она близняшек. А после рода врачи ей вручили только одного ребенка, заявив, что второго не было. Семья роженицы подозревает, что медики намеренно скрыли рождение второй девочки и продали ее. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Торговля людьми». Прошедшие накануне ливни в Алайском районе вновь спровоцировали сели. Грязевая масса затопила участок стратегической дороги Ош-Сарыташ-Иркештам. Пострадавших нет. Но движение по трассе стало невозможным. Всю ночь, как сообщает МЧС, на месте шла очистка дороги. Сейчас движению автотранспорта уже ничего не мешает. Отметим, синоптики на сегодня и завтра прогнозируют опять ливни в разных частях страны, из-за чего резко может подняться уровень воды в реках. А на выходные ожидается аномальная жара. Температура воздуха днем может дойти до 42 градусов. Первый рубеж взят, впереди новые вершины. И в том, что 55 ребят, ставших обладателями золотых сертификатов, их покорят, ни у кого нет сомнений. Лидеров по итогам общереспубликанского тестирования сегодня поздравил президент Алмазбек Атамбаев. Кроме подарков, глава государства подготовил для еще вчерашних школьников и напутственные слова. Никогда и ничему не обдуманно не подражать и слепо не следовать, отметил президент в своих наставлениях. И, конечно же, не прекращать учиться. Такие советы, по словам главы государства, он дает им сегодня неспроста, а исходя из своего жизненного опыта. Пожелал беречь свою родную культуру и язык, а своими знаниями и талантом помочь Кыргызстану стать процветающим государством. Из почти 50 тысяч выпускников 55 доказали, что они лучшие из лучших. Наивысший балл по итогам общереспубликанского тестирования в этом году составил 236. Низший пороговый, но за который также вручался золотой сертификат, 219. Сегодня эти ребята настоящие звезды и без преувеличения самые желанные абитуриенты в любом вузе нашей страны. Так, впрочем, и за ее пределами. Будущих инженеров, врачей, программистов, а как показывает опрос, именно эти специальности выбрали наши призеры, сегодня поздравил президент. При полном параде в белоснежных блузах и строгих костюмах такие юные и уже такие взрослые. В глазах серьезность, в сердцах мечты. Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Алмазбек Атамбаев решил отойти от заготовленных для него речей и отметил, главное, что он хочет сказать, это поздравить ребят и пожелать не останавливаться на достигнутом. И всегда все ставить под сомнение, проверяя и изучая. Не следовать слепо и вере. Алмазбек Атамбаев вновь напомнил, что образование в любой религии всегда занимало важное место. В результате необразованности поперли вот эти террористы дикие, когда кому-то подражаете, одеваете чужую одежду или во внешности что-то делаете, вы думаете об этом. Думайте об этом. Никогда слепо ни за кем не идите. Никогда. Всегда во всем сомневайтесь. Возможно, многие из этих талантливых ребят хотят учиться и строить карьеру где-то за границей. Однако счастливым, как подчеркнул президент, человек может быть только у себя на родине. История, которая, как и у самого народа, ее населяющего, богатая и древняя. Никогда не делите людей. Ни по национальности, ни по цвету кожи, ни по разрезу глаз. Изначально сила киргизов, создателя киргизского каната, была в том, что они никого не делили. Поэтому они правили от Шибери и Енисея
до Центральной Азии. Немалую роль в жизни играют и языки, которыми владеет человек. А в нашей республике в обиходе среднестатистического гражданина их как минимум 2. И тем, кто не владеет кыргызским, президент настоятельно советовал его изучить. Я хочу вам сказать, что киргизский язык – это язык древнейший. Он сохранил протослова. Вот вы сейчас молодые, все влюбляетесь. Вот любовь или love. Трудно перевести. А по-киргизски это ашыктык. Ашыктык – это вот когда наливает воду, и ашык этот начнет переливаться. Ашыктык – это переполненность человека чувствами. Ну и напоследок по-отечески поделился своим жизненным опытом, отметив, что несмотря на предательство и трудные периоды, никогда нельзя сдаваться. Жизнь очень трудна. Иногда, я помню, не хотелось жить, но надо заставить себя жить и идти вперед. И тогда вы победите. Судьбе назло. Мой девиз был, я эту песню написал, по-моему, лет 18 или 19. Это был мой девиз. Идите судьбе назло вперед. И вот тот самый волнительный момент. Гордые, с улыбкой поднявшись на сцену, еще вчерашние школьники получили их первую значимую награду из рук президента. Фамилия этого юноши значится первой в списке обладателей золотых сертификатов. Ведь Абай Джанузаков – тот самый ученик, набравший больше всего баллов. Он, будущий программист своей профессии, будет обучаться здесь, в Кыргызстане. Задорный и уверенный в себе, как выяснилось, не всегда был лучшим. Учился я сначала в 65-м, потом перешел в турецкий лицей. В турецком лицее у нас все было на английском. Это одна из причин, почему я не посылаю за границу, не учусь на английском. Потому что у меня плохо получается на английском учиться. Вот. Не знаю даже почему. Когда я переходил в 61-ю, у них был вступительный экзамен. Набрал я очень мало и забрали только потому, что у меня были пятерки в аттестате в турецком лицее. Забрали на испытательный срок, там я учился, старался очень. Сначала были, конечно, двойки, но потом вышел на пятерки. Вторым стал Марат Эриков, набравший всего на 2 балла меньше. Но ему сертификат не пригодится. Я хотел быть инженером-механиком. Ты уже знаешь, куда пойдешь? Да, я уже поступил. Куда? В Лафайет колледж. Здесь у нас, в Кыргызстане? Или Нет, это в Соединенных Штатах Америки. Алина, несмотря на то, что закончила гуманитарную школу, тоже твердо решила стать специалистом в IT-технологиях. Меня всегда интересовали компьютеры, новые технологии, возможность управлять компьютерами и программами. И я мечтаю работать там, я думаю, это мое место в жизни. Больше у тебя к математике, к физике, к таким наукам? Больше мне точно, несмотря на то, что я из гуманитарной школы. Кроме самого золотого сертификата, ребята получили от президента похвальные грамоты, денежные премии и планшет. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС. В целом результаты ОРТ в этом году, как отмечают в Министерстве образования, получше, чем в прошлом году. Пороговый балл для поступления в вузы прошли 55% участников теста. В прошлом году было 49,6%. По данным Центра оценки в образовании и методов обучения, с каждым годом увеличивается и средний балл. То есть выпускники уже лучше отвечают на вопросы. Если в этом году средний балл составил почти 118 баллов, год назад этот показатель был на уровне 115,5, а 2 года назад 114 баллов. Энергетики, похоже, уже не хотят покупать для абонентов так называемые умные счетчики. В этом году планировалась установка 80 тысяч таких приборов, но в Нацэнергохолдинге решили с этим не торопиться. Там признали, что с их обслуживанием возникают проблемы. Ранее, напомним, абоненты жаловались, что умные счетчики показывают недостоверные объемы потребления электричества. Более того, как признался глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, из-за того, что были установлены приборы от разных поставщиков и производителей, управлять ими одним программным обеспечением не получается. Для решения проблемы, по словам Калиева, сейчас разрабатывается единая биллинговая программа. А вот когда ее запустят, неизвестно. Первая сотня так называемых умных счетчиков турецкого производства появилась в одном из жилмассивов столицы 5 лет назад. Их работу в условиях изношенных распредсетей пилотного участка изучали в течение года. Жилые массивы были выбраны не случайно. Именно там наблюдался самый высокий процент хищения электроэнергии, а ее потери составляли свыше 20%. Кроме того, доступ инспекторов служб сбыта к приборам учета в особняках был наиболее затруднен. Установка умных счетчиков позволяла получать данные в режиме реального времени и отключать и подключать абонентов, а также сводить баланс
баланс электроэнергии дистанционно, не выходя из офиса «Северэлектро». Теперь, как признаются в энергохолдинге, при их установке они столкнулись с большой проблемой. Дело в том, что у распредкомпании было несколько поставщиков таких счетчиков. Кроме турецких, к «Северэлектро» поставлялись молдавские, а затем китайские счетчики. Для каждого из приобретенных типов приборов требуется разное программное обеспечение. Получились, так сказать, какие-то автономии, где мы не можем видеть. Поэтому разрабатываем биллинговую программу. Мы хотим сделать единую программу для всей страны. Стандарты утвердили. Теперь надо, чтобы софт, программное обеспечение был одинаковым, потому что невозможно управлять 10 разными софт. Мы должны сами держать ключи, управлять. Это не только ведение учета, но и в конечном итоге вопрос безопасности наших потребителей. Зимой этого года жалобы на работу новых счетчиков от жителей столицы приобрели массовый характер. О том, что счета за электроэнергию завышены в разы, заявило более 1000 горожан. Бригада «Северэлектро» выезжали по адресам и проводили диагностику новых приборов на дому. В итоге в ведомстве заявили, что никто никого не обманывал. Был сбой в передаче данных за 1 месяц, но в следующем показания пересчитали, и ни один горожанин не переплатил за электроэнергию ни одного тыина. Если сказать точнее, то 1019 жалоб было по умным счетчикам, по неправильным счетам. По всем мы произвели комиссионное обследование, и неправильных расчетов фактически не было выявлено, все было по фактически использованным киловатт-часам. Скандал с умными счетчиками докатился до депутатов Джугруку Кенеша. В парламенте звучали обвинения в коррумпированности энергетиков. Предлагалось привлечь к ответственности чиновников, внедривших умные счетчики, но не установивших для них единые серверы. Главное условие для стабильности работы, говорили депутаты, это однотипность всех счетчиков. В минувшем году на телефон доверия «Северэлектро» поступило около 10 000 обращений. Жалобы на неправильные счета составили почти 1/5 часть из этого количества. По словам некоторых экспертов, энергосектор не нуждался в замене трехфазных приборов учета, справлявшихся со своей задачей. По словам представителей НЭСК, установка умных счетчиков позволила сократить объемы технических потерь с 22 до 11%. Так ли это на самом деле? Эксперты сомневаются. Из-за того, что приборы учета неправильно фиксируют потребляемую электроэнергию или сбои происходят, мы теряем огромную электроэнергию. Тут теряется и учет электроэнергии. Это приводит к тому, что мы не можем наладить систему энергетики для того, чтобы она была прозрачна, правильно работала и потери было меньше. По словам экспертов, энергетика – один из бюджетообразующих секторов экономики. Общее количество абонентов по Кыргызстану – около 1,5 миллиона человек. При правильном подходе, по их словам, энергосектор можно было уже давно вывести из перманентного убыточного состояния. Только в мае этого года в энергохолдинге заявляли, все ввозимые приборы учета адаптируют под Кыргызстан, и с конца прошлого года началось их подключение к единому серверу. Сделать это на практике оказалось, похоже, не так-то просто. Болот Исаев, Асхат Ибраимов, НТС. Паспорта в Кыргызстане, возможно, будут выдавать не только взрослым, но и детям. Министерство юстиции предлагает запретить выдачу вкладышей к свидетельству о рождении. Они, по словам чиновников, не содержат защитных элементов, в связи с чем есть большая вероятность их подделки. Вкладыши детям, напомним, нужны для того, чтобы их родители или опекуны могли вывозить их за границу. Вместо них Минюст предлагает выдавать полноценные общегражданские паспорта, как положено, со всеми данными ребенка и фотографией. Проект постановления об этом уже написан. Госрегистрационной службе рекомендуется выдавать паспорта несовершеннолетним со следующего года. Казахстан окажет обещанную помощь Кыргызстану для адаптации экономики в Евразийском Союзе. Как пишут СМИ соседней страны, Нурсултан Назарбаев подписал закон о предоставлении нашей республике $100 миллионов. Соглашение об этом, напомним, было заключено в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге. Помощь будет предоставляться поэтапно в виде обучения, предоставления услуг, поставок оборудования и товаров, также в виде перечисления денег. Услуги гемодиализа в Кыргызстане скоро будут оказывать частные центры. Минздрав в рамках проекта государственного частного партнерства переведет часть своих пациентов в новые клиники. Чиновники заверяют, что получать необходимую помощь больные, как и раньше, будут бесплатно. Средства, которые предусматривались бюджетом на оказание помощи людям с проблемами почек, теперь будет направляться в эти медучреждения. Новые центры будут открыты в Бишкеке, Аше и Джалалабаде. В перспективе сеть будет расширена и на другие области. Подробности в материале Игоря Потанина.
Для Октана Кочурова посещение отделения гемодиализа за годы болезни стало уже привычной процедурой. Сюда он приходит 3 раза в неделю, чтобы не умереть. Говорит, повезло, что удалось получить помощь от государства. В частных клиниках одна такая процедура стоит $100. В месяц получается более 80 тысяч сомов. Но даже имея эти средства, попасть на гемодиализ раньше было непросто. Я 5 лет назад узнал, что у меня проблемы почек. Несколько лет стоял в очереди сюда. Ходил к частникам, но мне это было не по карману. У них 5000 гемодиализ и еще 1400 за укол. 6400 платить приходилось за 1 раз. Я водителем работаю, и таких денег у меня нет. Было бы хорошо, если бы открылись дополнительные центры. Тогда бы таких проблем, как были у меня, не возникало бы. Поняв, что обеспечить больных самостоятельно государство не сможет, Минздрав обратился за помощью к бизнесменам. В рамках проекта государственно-частного партнерства в стране будет открыто несколько клиник, где больные будут получать медицинскую помощь, так же, как и раньше, в государственных клиниках бесплатно. Сейчас лечение от государства получает более 800 человек, и количество больных, по оценкам врачей, будет только расти. Количество больных ежегодно будет расти. По данным Всемирной организации здравоохранения, частота заболеваемости данной патологии 400-600 случаев на миллион населения. И в первом счете на количество нашего населения, конечно, это не менее 2000 дополнительных бюджетных мест. К вашему сведению хотел бы тоже сказать, что вот сегодня за счет государственных средств мы помогаем бесплатно получать, льготно получать лечение. 800 у нас находится сейчас, 876% на бюджетной помощи. Но это количество будет расти. В среднем, по нашим данным, по нашим расчетам, ежемесячно прирост увеличивается, и количество больных в среднем на 20-25% в месяц. В рамках этого проекта Минздрав передаст часть своих пациентов частным клиникам, которые будут открыты в Бишкеке, Аше и Джалалабаде. Отделения гемодиализа в государственных больницах будут сокращены. В Минздраве планируют, что часть специалистов из государственных учреждений будут трудоустроены в частных клиниках. Но и от государственных отделений гемодиализа Минздрав отказываться не намерен. В государственной больнице тоже требуются эти аппараты. Вы знаете, если острые состояния возникают, в отделениях там, при интенсивной терапии требуются аппараты. Я думаю, что эти аппараты они будут остаются в государственных больницах. Они будут функционировать, но они будут работать в таком же в плановом экстренном порядке. Значит, основная часть у нас пациентов именно в городе Бишкек, в Аше и Джалалабаде перейдут частному партнеру, но это не приведет к закрытию отделения, они будут сокращение, будет идти. Какие-то аппараты они будут заморозиться, потому что, знаете, понимаете, у нас уже даже не 80-90% аппаратов требует уже, замена требует уже. В дальнейшем подобные центры, как надеются чиновники, будут открыты и в других областях страны. Уже есть такая клиника в Балыкчи, скоро планируется открытие в Нарыне. В рамках государственно-частного партнерства Минздрав планирует и другие проекты. Так, например, сейчас обсуждается вопрос создания единой лаборатории, где работа будет также реализовываться совместно с бизнесменами. Игорь Потанин, Алтынбек Канабекулу, НТС. Продолжаем выпуск. И на очереди материал также о здоровье. В Чолпонате завершился 3-й международный Иссык-Кульский форум урологов. Открылся он, напомним, 29 июня в Бишкеке. В нашу страну приехали более 100 специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. 3 дня ведущие профессора из Европы и стран СНГ делились своим опытом и узнавали о достижениях своих коллег. Обсуждали и новые методы борьбы с урологическими заболеваниями, ведь такие случаи увеличиваются с каждым годом. В Кыргызстане среди прочих заболевания мочеполовой системы занимает в стране 3-е место. Впереди только недуги сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Подробнее Анастасия Соболева. Ведущие урологи мира съезжаются в Кыргызстан каждые 2-3 года. Нынешний форум уже 3-й по счету. В нашу страну приехали более 100 специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. Перед торжественным открытием форума 29 июня прошла пресс-конференция. Участники обозначили главные проблемы в этой сфере. Для нас важно, что? Важно то, что мы будем делать дальше для обеспечения наших пациентов качественной медицинской услуги, особенно в урологии. Чего не хватает? Чем должен помочь правительство, государство. А в то же время есть вопросы регионального характера. Как будем это проводить взаимоотношения с бывшими советскими республиками, а также как обмениваться опытом, обмениваться специалистами. И одним словом, сегодняшний этот форум урологов, она должна быть площадкой
для обсуждения актуальных проблем урологии и открывать перспективы ее развития. Кое-кто из урологов впервые принял участие в этом форуме. Другие в Кыргызстане частые гости. Я был свидетелем, как формировалась урология, сегодняшняя урология Киргизстана. И был свидетелем, участвовал в открытии научного центра урологии. Тогда Акылбек Чолпанкулович и, если не ошибаюсь, 4 его помощников, кандидата медицинских наук, начинали эту работу. И мне очень приятно сегодня говорить о том, что сегодня уже в научном центре работают 5 докторов наук, профессоров, более 40 кандидатов наук урологов подготовлено в области урологии. Это огромная работа. Форум открылся в Бишкеке и продолжился на берегу Иссык-Куля. 2 дня ведущие специалисты читали лекции и проводили обучающие семинары. Рассмотрели причины роста урологических болезней в мире, так и в частности в Центральноазиатском регионе. А такая тенденция пугает врачей. Ведь заметен рост урологических патологий не только среди взрослых, но и среди детей, чему способствует множество факторов – экология, питание, образ жизни. И все это сказывается на генофонде нации. Мы далеко не всегда подробно расспрашиваем наших пациентов, после чего стали возникать нарушения мочеиспускания. У нас с вами 10-12 минут на прием пациента. Нам даже некогда это спрашивать, вообще выяснять эти тонкости и нюансы, с чем это может быть связано. Итоги 3-го международного Иссык-Кульского форума урологов подвел Акылбек Усубаев, председатель оргкомитета форума и главный уролог Кыргызстана. Я думаю, эта конференция, международная конференция Иссык-Кульского форума урологов прошла очень успешно, очень насыщенно, я скажу. Самое главное, были очень интересные доклады, которые полезны дать международный Иссык-Кульский форум урологов. Дальше продолжаться. Это уже я буду продолжать, потом мои ученики будут продолжать и так далее. Это будет бесконечно. Эти встречи, как говорят опытные урологи, повышают квалификацию врачей из регионов Кыргызстана, знакомя их с новейшими достижениями в науке и практике в области лечения урологических заболеваний. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС. Ну и в конце о том, что талант, если он есть, скрыть очень сложно. Речь идет о поющем солдате Национальной гвардии, ролик с которым в сети все больше набирает популярность. Он исполняет различные песни, в том числе партии из известных опер, легко беря высокие ноты. Причем партии, которые, как правило, исполняют оперные певицы. Зовут парня Кубанычбек Карыпов. Заметили его талант, как рассказывает его командир, совершенно случайно. Услышал пение, подумал, что идет радиотрансляция оперы, а это пел его солдат. Вокальные данные голосистого гвардейца оценил и наш коллега Айбек Айтпаев. Это видео было снято еще зимой прошлого года. На записи молодой военнослужащий исполняет песни на редкость высоким голосом сразу на нескольких языках. Уже в мае о голосистом солдате заговорили в интернете. Пользователи социальных сетей, восхитившись его уникальными вокальными данными, сравнили талантливого парня с известным казахстанским певцом Димашем Кудайбердиевым. Разыскать солдата-певца было непросто, поскольку видео было запечатлено еще до принятия им военной присяги и распределения в часть. А зовут его Кубанычбек Карыпов. Ему 19 лет. Служить он начал прошлой осенью. Говорила ласково, не забудь. Буду я отличником, так и знай. Только ты не с письмами помогай. С наступлением личного времени наш герой собирается со служивцами в беседке военной части. Вспоминают родной дом и распевают армейские песни под гитару. Зачастую и сам Кубанычбек выступает в качестве солиста. Как выяснилось, никакого музыкального образования Кубанычбек не получал. А свой талант искусно брать высокие ноты обнаружил в 13 лет, когда подпевал услышанные песни по радио или телевизору. Честно говоря, до армии это как бы не замечалось. Просто дома редко слышали. Просто сам обнаружил
в детстве, где-то в классе 6, наверное. Когда я кричал, у меня тонкий голос получался, из-за этого я пел просто не таким голосом, а своим голосом. У меня иногда просто получалось таким тонким голосом, высоким голосом, как сказать, петь. По словам командира части, где служит молодой талант, когда он впервые услышал голос Кубанычбека, решил, что это радио. Даже хотел наказать нарушителя порядка. Однако, узнав, что это живой голос солдата, в тот же день распорядился, чтобы парня включили в творческую команду, представляющую войсковую часть на различных конкурсах. С тех пор группа исполнителей с помощью уникального вокалиста выиграла несколько конкурсов среди частей вооруженных сил Кыргызстана. Я говорю, почему радио должно быть в котельном? Зашел, там нет никаких радио, там солдат. Стоит рядовой Карыпов. Я говорю, кто поет? Говорю, я. Вот с этого момента мы его ценим, мы его постоянно включаем. И всегда мы гордимся данным солдатом. Солдат, поразивший интернет-пользователей невероятно высоким и чистым голосом, несет службу вот в этой военной части. До окончания срока службы ему осталось чуть более 2 месяцев. После в планах у Кубанычбека Карыпова продолжить военную карьеру. Айбек Айтбаев, Урмат Аханбекулу, НТС. Не перевелись в стране народные таланты. Я уверена, что таких граждан у нас очень много. Главное их не скрывать. И развивать. Ну что ж, пожелаем успехов нашему певцу-гвардейцу. А у нас на этом все. После нашего выпуска смотрите спортивную программу «Таймаш». Кстати, новости и другие программы, вышедшие в эфире, также смотрите на сайте nts.kj. До свидания. До завтра.